В Якутии разразился скандал вокруг подделки документов о прохождении медицинских осмотров. Студенты педколледжа массово поделали справки. Жители Уснера жалуются на качество питьевой воды. В чем причина и как решить эту проблему? Гагарин первый в космосе. В России отмечается День космонавтики. С праздником якутян поздравил летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. В Якутии разразился скандал вокруг подделки документов о прохождении медицинских осмотров. Оказалось, что студенты педколледжа массово подделали эти справки. Об этом стало известно после того, как один из студентов оказался болен туберкулезом. И когда стали выяснять, почему его допустили к педпрактике, оказалось, что печати и штампы в его санитарной книжке не соответствуют используемым в медицинском учреждении. По словам директора колледжа Надежды Муручаевой, 47 студентов купили их через мессенджер WhatsApp. Возбуждены сразу несколько уголовных дел. А теперь к еще одному резонансному делу. Нетрезвый водитель, совершивший смертельное ДТП в Хангаласском районе, заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло накануне. 43-летний мужчина на автомобиле «Урал» выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ. Грузовик следовал из Якутска в Алекминский район. Пассажир внедорожника, 44-летний мужчина, скончался при поступлении в больницу. Сам виновник аварии не пострадал. Также отметим, что на днях в Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. К другим темам. Жители Уснера жалуются на качество питьевой воды. Причина в том, что водозаборное сооружение не выполняет в полной мере свою функцию. Для окончательного решения вопроса необходимо провести водолазные работы. Подробности в сюжете Светланы Поцелуевой. Вот так вся команда снаряжает водолаза. Он опустится на глубину 4 метров и с помощью шланга гидравлической помпы станет расчищать пространство галереи от одного смотрового колодца до другого. Так мы прошли, вчера замеряли, 15 метров прокопали, убрали прилично грунта. Глубина тут порядка метра 3-4. Каптажная галерея – это такой коридор из бревен на дне реки. Его высота 1,5 метра, ширина 1 метр. Гидросооружение очень старое и за время работы сильно заиленное. Наша задача провести водолазное обследование водоподводящего узла каптажной галереи до водоприемных колодцев. И по возможности очистка каптажной галереи от наносного грунта, провести обследование и дать заключение о техническом состоянии данной каптажной галереи. Расстояние от одного смотрового колодца до другого порядка 23 метров. Как нам пояснили, водолаз прополз примерно 16 метров. Основная задача – осмотреть и очистить как можно больший участок сооружения. Построенная в прошлом веке галерея имела длину 120 метров. В этом году помимо чистки галереи у нас запланирована реконструкция первого смотрового колодца. Произведем демонтаж колодца, сделаем бетонирование и поставим туда гофрированную трубу большого диаметра. Тем самым повысим уровень колодца выше затопляемого уровня. Хочется надеяться, что после проведения работ по очистке каптажной галереи и ее реконструкции вопрос качества питьевой воды в поселке с повестки дня будет снят. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. На участке зимней дороги Сангар-Тюбе выступила вода. Сегодня автозимник по маршруту Сангар-Булус-Батамай и Сангар-Кальвица открыт для машин грузоподъемностью до 30 тонн. Закрытие автозимника планируется 15 апреля. После этого числа административная комиссия совместно с работниками ГИБДД и ГИМС будет выявлять нарушителей. Поэтому жителей и гостей Улусного центра просят воздержаться от дальних поездок. Выступила вода с речки Белянка, разовая вода выступила. Это из-за резкого таяния снега. В настоящее время вода прекратила поступление на дорогу. Глубина воды составляет около 10 сантиметров, протяженность около тоже 100 метров. Если в дальнейшем вот такая погода будет стоять,
Подрядной организацией будут приняты меры по объезду дороги, именно где вот на этом участке, где образовалась вода. На днях, возможно, будут приняты с управлением автодорог Республики Саха-Якутия снижение тоннажа. Хангаласский улус на 50% готов к большой воде. Протестирована система экстренного оповещения населения. Скоро начнутся тренировки по отгону скота в сельских населенных пунктах. Обо всем подробнее расскажет Виолетта Засимова. На территории Хангаласского улуса определены 7 затороопасных участков. Из них самые опасные – это Батамайский перекат и Табагинский мыс. В случае возникновения затора на первом участке подтопит южные наследия улуса. Если же затор случится у Табагинского мыса, подтопит не только долину Эркени, но и может захватить столицу республики. С 2009 года на этом участке реки Лена проводится процедура чернения льда. Лед посыпают угольной пылью, песком или золой. Это делается для того, чтобы лед быстрее таял, поскольку черная поверхность активнее поглощает солнечное тепло. Нынче площадь зачернения льда у Табагинского мыса составила 44 гектара. Вот, зачерняющий материал у нас, как говорится, это 70% песок, 30% зачерняющий материал. У нас есть там очень хороший такой уголь, раздробленный, пыль, скажем так. В Улусе завершили проверку системы экстренного оповещения населения. Выяснилось, что в 10 населенных пунктах она не работает. По решению КЧС правительства Республики Саха-Якутия дано задание Министерства связи предусмотреть средства на ремонт данных систем оповещения. На следующей неделе совместно со специалистами Минсельхоза Республики запланированы тренировки по отгону скота и лошадей на островном селе Чкалово. Отгон скота до 26 апреля. Сейчас остается у нас чисто эвакуационное мероприятие. И у нас по пунктам временного размещения тоже проверки проводятся Роспотребнадзором. 15 апреля закроются все ледовые переправы Улуса. На данный момент толщина льда под Покровском и в южных наслегах не превышает средние многолетние значения. Снега нынче побольше немножко. Это плюс, когда воды много, хорошо. То есть лед не будет застревать, проходить по протокам везде. На территории Улуса в зоне возможного подтопления находится 12 населенных пунктов. При наихудшем сценарии паводка их количество увеличится до 17. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня день космонавтики. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и вышел в космическое пространство. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил главный конструктор Сергей Королев. Полет длился 108 минут, при этом велась стенограмма переговоров Гагарина с Землей. Якутян с праздником поздравил летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. Уважаемые якутяне, поздравляю вас со Всемирным днем авиации и космонавтики. 12 апреля – особый праздник для всех россиян. Это символ мужества, самоотверженности и таланта нашего народа. Космонавтика навсегда останется предметом национальной гордости, поскольку мы были первыми в космосе и сохраним за собой право быть великой космической державой. Несмотря на постоянно возрастающую конкуренцию на мировых рынках космических услуг, в области пилотируемой космонавтики Россия, как и раньше, сохраняет лидирующую позицию, а международные проекты по-прежнему просто невозможны без участия России. Я уверен, с какими бы трудностями не пришлось столкнуться, гигантский опыт, талант и одаренность российских ученых, профессионализм и усердие простых рабочих сохранят за нашей страной статус ведущей мировой космической державы. Поздравляю всех увлеченных космосом с праздником и желаю всем нам стать очевидцами новых ярких побед и достижений отечественной космонавтики. Отдельный привет и поздравления хочу передать единственному в Якутии музею космонавтики и авиации, расположенному в селе Дюбся, Усть-Алданского района. Ко дню космонавтики студенты исторического факультета СВФУ создали книгу для слабовидящих про Юрия Гагарина. Книга издана при поддержке Центра инклюзивного образования. Студенты выпустили всего 5 экземпляров, которые переданы в библиотеку для слепых и в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Создатели книги сами вручную писали шрифтом Брайля, который можно читать при помощи пальцев. Транспорт будущего, который никак не наступит. В Якутске к электромобилям еще только присматриваются. Пока в регионе их всего 15, как владельцы таких машин умудряются передвигаться на большие расстояния, расскажет Кристина Юкупова.
Подзарядить телефон и планшет. Но самое главное – не забыть подключить к розетке автомобиль. Житель Якутска Дмитрий Акимов – первый владелец электрокара в городе. Уже 4 года как хозяин экологичного авто экономит на топливе. Затрат стало меньше, в отличие от бензиновых двигателей. Надо идти в ногу со временем. Соответственно, вся Россия уже переходит на это. Весь мир ездит на электро. И, соответственно, вот решили тоже взять автомобиль себе, попробовать. Ну и автомобиль показал себя с хорошей стороны в наших условиях. Но в Якутске спрос на такие машины растет медленно. Автомобилисты к инновациям в этой сфере относятся пока настороженно. Впрочем, владельцы электрокаров уверены, за ними будущее. И для взаимной поддержки Дмитрий создал группу в социальных сетях. Я создал группу 3 года назад, но вот именно этой весной стало больше людей обращаться ко мне, хотим попасть в группу. Зарядка примерно 5 часов и никаких автозаправок. Существенная экономия семейного бюджета. 120 километров за рулем обходится меньше, чем поездка на автобусе. Всего 10 рублей. А самое главное, электрокар безопасен для экологии города. Решил его купить по 2 причинам. Первая причина – это топливо очень сильно подорожало. Вторая причина – это то, что электромобилю не нужен гараж. То есть я его ставлю на улице всю зиму. То есть минус 50, минус 60, там нечему мерзнуть. Несмотря на очевидные плюсы, электрокаров в Якутске слишком мало. Одна из причин – отсутствие инфраструктуры. По всей республике нет ни одной оборудованной точки для подзарядки. Да и весь российский парк электрокаров пока невелик. По состоянию на начало 2019 года аналитики насчитали всего более 3500 машин. Это не дотягивает даже до доли в 0,01% от всех зарегистрированных в нашей стране автомобилей. Больше всего экологически чистых машин зарегистрировано в Приморье – 735. За ним не смогли угнаться даже Москва с Подмосковьем – 546 авто. Третье место у Хабаровского края – чуть больше 300 машин. Северная столица же лишь на 4-м месте. В Санкт-Петербурге чуть больше 100 электрокаров. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Это совсем маленький процент. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.